Сага баягы атака кылбаш үчүн түтөтүп коюп, анан кийин арын текшерсең болот да. Суюнбаю Юлдашеву 56 лет. Большую половину жизни он занимается бизнесом. Устав от городской суеты, мужчина переехал в один из дачных поселков Аламединского района. Здесь увлекся пчеловодством. Уже 3 года как занимается этим делом. Сначала купил 5 ульев за 60 тысяч сомов. Первый год получил 400 килограмм меда. После количество ульев решил увеличить. Чтобы заниматься этим делом, нужны улья и рамки, а также желание развивать этот бизнес. Потом все пойдет само собой. Сперва я получил от 5 ульев 400 килограмм меда, но продавать его не стал. Это ведь мой первый сбор. Большую часть отдал родным и близким и немного себя оставил. Пчеловодство – очень приятное занятие и даже прибыльное. По мне лучше, чем скотоводство. Сначала, как рассказывает Суюнбай Юлдашев, он занялся пчеловодством ради семьи, а потом понял, на этом деле он точно не прогорит. Сейчас у Суюнбая Юлдашева 40 ульев. Планирует взять кредит и купить еще. По словам пчеловода, чтобы заниматься этим делом, необходимо сначала изучить характер пчел. Эта работа очень интересная и достаточно прибыльная. Требуется для такого занятия очень много усилий, труда и знаний. 2-3 года уходит на изучение дела изнутри. И дальше нужно совершенствовать постоянно свои навыки. Желанием развивать в стране пчеловодство горит не только Суюнбай Юлдашев. Недавно Китайская Народная Республика изъявила желание закупать кыргызский мед. На кыргызско-китайском бизнес-форуме, который проходил в Бишкеке во время госвизита в нашу страну председателя КНР Си Цзиньпина, китайская сторона заявила, что предприниматели Поднебесной интересуются отечественными сельхозпродуктами. Строительство агропромышленного парка – отличная идея. Это позволит еще больше расширить спектр товаров, которые отправляются на экспорт, увеличить их ассортимент. Наша компания заинтересована в экспорте меда, мясных и молочных продуктов. Ценовая политика вашей страны позволяет осуществлять большой уровень поставок, но главное, что все это высокого качества. Сейчас у нас много планов. Мы бы хотели заниматься еще и закупкой кожи, чтобы отправлять ее в Китай и там изготавливать товар. Планируем осуществлять в вашей стране переработку пластиковых изделий. На территории Кыргызстана мед производится в ульях, произведенных еще в Советском Союзе. Они не соответствуют международному стандарту. Так, ульи должны быть окрашены той краской, которая считается безопасной для пищевой промышленности. А инструменты, говорят эксперты, должны быть сделаны не из алюминия или железа, а из нержавеющей стали. Поэтому экспортировать мед в соседние страны нелегко. Отечественные пчеловоды, может, и уверяют, что готовы производить его в необходимом для экспорта объеме, но специалисты говорят, что не все еще готово. Так, продукт должен проходить проверку в 16 лабораториях, а в Кыргызстане их пока только 2. В каждой республике есть свои требования к привозным товарам. У Китая к меду также. Не должно быть в меде антибиотиков, алюминия и железа, а также бактерий. Влаги не должно быть больше, чем нужно. Если бы наш мед соответствовал всем этим нормам, то его можно было бы экспортировать. Пока нам приходится лишь обучать пчеловодов. Розничная цена меда на рынках составляет 250-300 сомов. А вот у пчеловодов его покупают по 180-200 сомов. Эксперты говорят, что если они начнут экспортировать кыргызский мед в соседние страны, то цена будет выше. Ведь отечественный мед считается экологически чистым, и на него есть спрос за рубежом. Вопрос только в соблюдении стандартов промышленной безопасности. Анастасия Соболева, Каир Джейлоубекова, Асхат Ибраимов, НТС.